Краткий обзор платформы Access Medicine. Расскажу вам, что это такое. Я думаю, многие из вас уже более-менее ознакомлены с нашим ресурсом. И сегодня я хочу вам показать немножко более в подробностях, что такое платформа Access Medicine, контент на этой платформе и какие функциональности она содержит и предлагает для своих юзеров. Мы начнем с краткой презентации непосредственно о самой платформе, о нашей компании и о продукте непосредственно. И потом перейдем на сам сайт Access Medicine, где я вам в реальном времени покажу, как работает платформа и что с ней можно делать. Итак, презентация Access Medicine. Начнем немножко о истории нашей компании, буквально один слайд. Может быть, вы знаете, компания McGraw-Hill входит в топ-3 издателей по всему миру. И наша компания является ведущим образовательным брендом, который был создан более 130 лет назад, а конкретно в 1887 году основан Джеймсом Магроу. Наша компания содержит в себе более 5000 сотрудников по всему миру. И продукты наши представлены в 85 странах по всему миру. Значит, что университеты в более чем 85 странах имеют доступ к нашим ресурсам, либо к медицинским, либо к инженерии, и пользуются нашими ресурсами уже на протяжении многих лет. Самыми главными продуктами компании McGraw-Hill являются McGraw-Hill Medical и Access Engineering. И сегодня наш фокус будет именно на McGraw-Hill Medical и Access Medicine. Как вы видите на этом слайде, внутри McGraw-Hill Medical мы представляем различные платформы, которые специализируются на разных направлениях медицины. Например, вы видите здесь Access Pharmacy, Access Emergency Medicine, Access Physiotherapy, Pediatrics, Surgery, Cardiology и так далее. Более 25 различных платформ включены в Medical Solutions в McGraw-Hill. И Access Medicine – это платформа, которая содержит в себе самое большое количество контента, информации, которая покрывает абсолютно все медицинские специальности. Что же такое Access Medicine? Перед тем, как я перейду к этому слайду, расскажу вам в общем, что это такое и что оно собой представляет. Access Medicine – это общеобразовательный медицинский онлайн-ресурс, предоставляющий полный спектр знаний от выдающихся умов в медицине и содержащий фундаментальную, постоянно обновляющуюся вседоступную информацию. Access Medicine предлагает студентам медицинских специальностей доступ к необходимым ресурсам для повышения своей квалификации в научной сфере и на практике. Также помогает резидентам, санитарному персоналу при прохождении практики и практикующим терапевтам гарантировать лучшие результаты при работе с пациентами с бесценными решениями для работы. На этом слайде вы видите Access Medicine в цифрах, то есть краткий обзор контента, который содержится в этой платформе. Access Medicine, самая большая характеристика – это превосходная цифровая библиотека, которая содержит новейшие версии самых важных изданий, являющихся ключевыми для достижения успеха в области медицины. На данный момент у нас более 160 книг на Access Medicine, также более 10 тысяч вопросов и ответов для самопроверки и самооценки, более чем 1300 реальных случаев, охватывающих фундаментальную науку и клиническую практику, более чем 700 процедурных, диагностических, физикальных осмотров, ультразвуковых исследований и лекций, более чем 50 тысяч скачиваемых изображений для образовательных целей и помощи при визуальной диагностике с автоматическим цитированием и атрибуцией, более чем 130 подкастов, также интерактивные модули анатомии человека, которые включают в себя более чем 300 специальных модулей анатомии. Это все значит, что Access Medicine – это не просто библиотека электронных книг, это интерактивный обучающий ресурс для университета. Как было уже сказано, Access Medicine содержит ведущую медицинскую литературу с регулярными обновлениями. То есть наши издатели на постоянной основе загружают на платформу Access Medicine новые издания, которые только появились на рынке,
и в онлайн-формате эти книги сразу являются доступными для своих пользователей. То есть на этом слайде вы видите самые новые издания, которые были добавлены в Access Medicine в прошлом году. Нашим главным изданием, как flagship branch, это Harrison's Principles of Internal Medicine, 21-е издание, которое выпущено было на рынок в прошлом году. Оно доступно полностью на платформе Access Medicine в онлайн-формате, то есть абсолютно все главы в полном объеме. И также другие издания и книги, которые вы видите ниже на этом слайде. Несколько вещей, которые нужно знать о платформе Access Medicine. Само собой разумеется, что это всемирно известные учебники. Это книги с самым высоким коэффициентом использования по всему миру среди университетов, госпиталей и других учреждений. Номер один – это, конечно же, Harrison's Principle of Internal Medicine. И следует также заметить, что эта книга доступна только у издателя McGraw-Hill. Никакие другие издатели не имеют права печатать и публиковать эту книгу на своих платформах. То есть это эксклюзивный контент для McGraw-Hill. Также, например, Current Medical Diagnosis and Treatment тоже обновляется ежегодно, и новое издание 2023 уже находится на платформе Access Medicine. Следующее – это инфографика. У нас на платформе Access Medicine находится более 600 одностраничных медицинских инфографик. Это содержательные сводки, которые охватывают 16 областей специализации, которые также служат отправной точкой для нашего основного базового контента. Инфографика попала в топ-20 ресурсов контента, который был использован в 2022 году на платформе Access Medicine по всему миру. Также следующее – это наши интерактивные кейсы. Как было зазначено ранее, мы предоставляем более чем 1350 различных кейсов на платформе Access Medicine. Некоторые из них я предоставила на слайде, также покажу потом на самой платформе. Например, первый – это Graber and Wilbur's Family Medicine Board Review. Эти кейсы заняли 5-е место в рейтинге самых используемых ресурсов по Access Medicine 2 года назад. Они используются как для повседневного изучения, так и для подготовки к экзаменам, то есть для студентов. Следующие кейсы – это Vanderbilt Curriculum. Это отдельные случаи, которые тоже обновляются ежегодно. И около 5-6 новых кейсов добавляется каждый год, где пользователи могут рассматривать случаи для взрослых и также детей. Также у нас есть отдельная серия Critical Care Mastery Series, и она уникальна тем, что эта серия нацелена на сложные случаи нарушения кислотно-щелочного баланса и сложные случаи визуализации органов грудной клетки. Также на платформе Access Medicine, это один из самых новых видов контента на платформе, это биоцифровые анатомические модули. Что это такое? Это интерактивные мужские и женские 3D-модули. На данный момент мы предоставляем около 300 специализированных модулей анатомии, и также это эксклюзивный контент для McGraw-Hill. То есть вы сможете получить различные экскурсии по анатомии человека, также проходить викторины по анатомии человека и получить доступ к локальным анатомическим модулям, например, спина, шея, голова, таз и так далее. И последнее, что важно знать про Access Medicine на данном моменте, это также интерактивные подкасты, которые студенты очень-очень любят. Например, Harrison Podcast, который содержит в себе 81 эпизод увлекательных дискуссий о ключевых принципах внутренней медицины. Следующий – это S2D подкаст, содержит также около 34 эпизодов. Это обсуждение признаков, симптомов и диагностических тестов на основе конкретных случаев для улучшения клинических рассуждений и доказательной практики. И следующий – это Run the List подкаст. Это 18 различных серий. Это медицинский образовательный подкаст, который предназначен для студентов-медиков, также новых резидентов и всех учащихся, которым нужен полезный обзор по внутренним болезням.
Эти краткие эпизоды рассказывают слушателям о диагностике, лечении и клинических жемчужинах распространенных проблем внутренней медицины. Подкасты пользуются своей популярностью тем, что ими очень удобно пользоваться, так как студенты могут просто слушать эти подкасты, находясь в любой точке мира, неважно, где ты находишься в кампусе, библиотеке, либо еще где-то, можно просто с помощью наушников присоединиться, залогиниться в платформу Access Medicine, получить доступ к подкастам и слушать в любой момент среди дня, скажем так. Это что касательно подкастов. Также Access Medicine содержит в себе, чем она очень сильно характеризуется, это объемная мультимедийная библиотека. Вы видите на экране различный вид контента, который содержится в мультимедийной библиотеке. Например, это различные лекции, это видеоисследования и процедур, модули безопасности пациента, аудиофайлы, 3D-анимации, интервью с пациентами, инфографика, подкасты, модули человека и так далее. То есть огромное количество различных мультимедийных модулей. Следующий – это Access Medicine также предназначена для различных видов обучения. Что это значит? Если раньше был более такой традиционный подход к обучению медицинских студентов в университетах, то есть студенты приходили на лекции, слушали эти лекции, потом просто приходили на экзамены с подготовленным материалом, то сейчас фокус идет более на подготовку перед самой лекции, обсуждение в группах, виртуальное обсуждение, то есть более групповой подход и более виртуальный, мультимедийный, интерактивный подход обучения. И платформа Access Medicine предоставляет различные ресурсы для поддержки этого обучения. Это называется как методика переменно-ролевой учебной работы в классе и обсуждения в ходе виртуальных занятий. Что это значит? Видео и анимация могут использоваться как часть переменно-ролевой учебной работы в классе, в ходе которой студенты могут просматривать задания, а затем объединяться в небольшие группы для проведения анализа и обсуждения материала очно, либо же онлайн в дискуссионном клубе или виртуальной классной комнате. Сотни интерактивных примеров с вопросами на понимание подготовлены для того, чтобы помочь студентам критически мыслить и совершенствовать применяемые на практике навыки. Также вы видите здесь на экране вот секция Study Tools Review Questions. Платформа Access Medicine фокусируется очень сильно на поощрении самостоятельного обучения. Все наши платформы Access предлагают обзорные вопросы по различным темам фундаментальной науки и клинической медицины, а также пояснительные ответы. Самостоятельная проверка позволяет учащимся оценить уровень своих знаний и определить темы, требующие дальнейшего изучения. Результаты контрольных работ потом можно отправлять по электронной почте преподавателям непосредственно с самой платформы, что является очень удобным для студентов. Также Access Medicine предоставляет возможность создания персонализированного профайла MyAccess. Это зона для студентов, либо для учителей, профессоров, инструкторов и так далее, которую каждый пользователь может создать этот аккаунт для себя и в дальнейшем им пользоваться. Папки MyAccess, например, могут содержать информацию и мультимедийные материалы по определенным темам. То есть вы можете в своей этой персональной зоне индивидуального использования создавать различные папки, и потом контент может быть также ориентирован на удовлетворение учебных потребностей студента и уровень владения знаниями, применением таких методик, целенаправленное обучение и использование предварительных знаний. В профайле MyAccess эти папки помогают упорядочить темы и снизить когнитивную нагрузку на студентов. Также тесты могут быть основаны на освоении конкретного контента, размещенного в папках. Папка может быть отправлена всему классу или отдельным студентам, что позволяет дифференцировать и использовать на практике различные методики обучения и скорость освоения материала.
То есть этот профайл MyAccess — это как ваш personal space, где вы можете добавлять в избранный определенный контент, вы можете всегда к нему вернуться, то есть все, что вам интересно на платформе Access Medicine, будет сохранено в одном месте, вы можете этим делиться, и у вас всегда есть доступ. Также MyAccess Profile помогает вам в удаленном доступе к платформам Access Medicine. Это значит, что, например, чтобы получить доступ ко всем ресурсам платформы Access в любой точке мира, в любое время и на любом устройстве, пользователям необходимо создать этот бесплатный профиль MyAccess Profile внутри Access Medicine, и потом входить в систему каждые 90 дней через сеть своего учебного учреждения, локально или используя VPN. То есть таким образом, неважно, где вы находитесь, у вас всегда будет возможность пользоваться всеми ресурсами данной платформы. Также Access Medicine совместима со всеми мобильными устройствами. У нас есть даже отдельное приложение, которое можно скачать в Google Store или в Apple Store, которое называется Access Medicine, и можно пользоваться также офлайн, то есть это офлайн приложение Access Medicine. И весь контент, который находится на платформе Access Medicine, он оптимизирован для любого мобильного устройства. То есть неважно, вы пользуетесь платформой Access Medicine на телефоне, на планшете, на компьютере или еще где-то, контент будет постоянно оптимизирован и удобно для использования. Касательно статистики, конкретно платформа Access Medicine используется более чем в 65 странах и в 95% медицинских школ в Штатах Америки. То есть бренд recognition и уровень использования нашей платформы есть очень высоким и пользуется. Ольга, прошу прощения. Все вернулось. Да, спасибо большое. Спасибо, Камила, что вы выключили микрофон для всех. Да, коллеги, потому что немного отвлекает, мы просим проявить уважение к докладчику и быть внимательными, потому что сейчас на данном вебинаре есть возможность ознакомиться со всеми материалами, а также задать вопрос. Благодарим вас, Ольга, еще раз. Прошу прощения, продолжайте. Спасибо большое, Камила. Спасибо. Так, сейчас мы перейдем на сайт Access Medicine, который вы видите на экране, я надеюсь. Так выглядит главная страничка Access Medicine. То есть на главной страничке вы можете увидеть весь вид, обзор материалов, которые находятся на сайте. То есть, например, здесь MyAccess Profile, то есть это как быстрые ссылки, быстрый доступ к определенным видам контента. Новые материалы на Access Medicine, вот как я уже зазначила, например, это издание Current Practice Guidelines in Primary Care, 2023 издание уже находится на сайте, вы можете отсюда сразу в него зайти. Популярные главы на платформе Access Medicine, также некоторые каналы, которые актуальны разным вирусам, либо разным медицинским исследованиям, которые проходят сейчас в мире и так далее. Harrison's Channel также и гайд инфографики по медицине. Я покажу вам далее в подробностях. Также здесь на экране вы видите панель навигации, где вы можете просто кликать, например, вправо и посмотреть все книги, которые здесь находятся. Либо мы можем перейти непосредственно к разделу книги. То есть здесь сверху вы видите панель навигации, то есть здесь есть библиотека с книгами, Quick Reference, инфографика, Drugs Database, мультимедиа контент, кейсы, учебные study tools, обучение пациентов, Hospital Corner и информация для преподавателей непосредственно. Мы начнем с библиотеки, так как это есть самым большим разделом платформы Access Medicine. Access Medicine содержит в себе, как я уже сказала, более 160 книг, которые имеются в нашей библиотеке, и они удобно распределены по таким разделам, как фундаментальные науки, клиническая медицина и система здравоохранения.
Здесь на левой стороне вы видите фильтры, то есть вы можете выбрать область медицины, которая вас интересует больше всего, например, анестезиология, кардиология, дерматология, эндокринология и так далее. И вы сможете осмотреть книги, которые находятся непосредственно в этом разделе. Вы можете перейти в Basic Science, то есть фундаментальные науки, и также здесь вы видите анатомия, биохимия, histology, microbiology, neuroanatomy и так далее. То есть вы можете, прежде чем начинать поиск по определенной книге, вы можете просто ознакомиться, какие фильтры, какие варианты находятся здесь по левой стороне, и перейти непосредственно к тем книжкам. Здесь также на страничке с библиотекой вы можете, вот кнопочка, которая называется Tools, имеет в себе некоторые функции. Например, Get Alerts – это функция, на которую вы можете подписаться и постоянно получать уведомления, если на Access Medicine как только публикуется какой-то новый контент. То есть, например, новое издание было загружено на сайт, или новые кейсы, новые вопросы, либо еще что-то. Вы можете нажать Get Alerts, и потом на вашу электронную почту будут приходить уведомления, как только что-то новое было добавлено, и вы можете напрямую перейти на сайт и ознакомиться с новым контентом. Также вы можете View Archive Textbooks, вы можете просмотреть все предыдущие старые издания каждой книги, что также является очень интересным и актуальным для многих пользователей. То есть мы публикуем все новые издания на сайт, сразу же, например, Harrison 21 издание, но это не значит, что предыдущие издания мы убираем с сайта. То есть как только вы переходите в Archive Textbook, вы видите все книги, то есть все предыдущие издания, которые были ранее на сайте, и у вас все еще есть доступ к этим всем изданиям. То есть вы видите здесь 2020, 2021 издание и так далее. То есть эти все книжки сохраняются на сайте, и для пользователей Access Medicine они остаются в открытом, свободном доступе, что также есть очень удобно. Мы перейдем сейчас к книгу Harrison's Principles of Internal Medicine. Я вам просто покажу, как работает формат книги, что вы можете делать внутри книги и так далее. То есть все книги работают по одинаковому принципу, одинаково выглядит страничка каждой книги, и функциональность также одинаковая. То есть вы переходите в книгу, по факту она выглядит как обычная электронная книга, скажем так, но она содержит в себе также огромное количество дополнительных ресурсов, например, на правой стороне. То есть вы видите здесь textbook updates, то есть как только что-то новое было добавлено непосредственно в эту книгу, вы увидите это здесь на правой стороне, то есть textbook updates. Мультимедийный контент, который характерен непосредственно этой книге, также собран весь в отдельном месте на правой стороне. Harrison's Podcast, Harrison's Visual Case Challenge, Harrison's Manual of Medicine, Review Questions и так далее. То есть вы можете, открыв книгу, увидеть дополнительные ресурсы, если вас это заинтересовало, перейти напрямую с этой книги к этим ресурсам. То есть, например, вы прочитали эту книгу, ознакомились, и вы хотите перейти к Harrison Self-Assessment, вы просто нажимаете на эту ссылку, и вы будете напрямую перенаправлены к Harrison's Review Questions, где вы можете проходить все вопросы. Это я вам покажу более в подробностях далее. Касательно книги, в книге также можно совершать поиск, то есть функция Search Textbook. Вы можете все, что вас интересует, просто key term написать в этой строке, нажать поиск, и поиск будет совершаться среди всей книги. Чтобы просмотреть разделы и главы этой книги, нажимаете просто Show Chapters, и вы увидите все разделы, вот, например, Updated Chapter, главы, которые были обновлены недавно, и вы можете просто переходить в каждую из этих глав. Давайте посмотрим, например, Dementia. И откроем. Так, есть. Каждая глава имеет в себе также строку навигации, скажем так, здесь сверху. Вы можете перейти к секциям отсюда, то есть на левой стороне вы сможете также совершать навигацию среди этой главы. Вы можете загружать PDF этой главы, то есть если вас заинтересовала конкретно эта глава, которую вы видите сейчас на экране,
вы можете просто нажать Download Chapter PDF, и файл формата PDF будет сохранен на вашем компьютере. Также вы можете поделиться этим контентом через email, Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit и так далее с вашими коллегами. Можно получить цитирование, совершать поиск внутри книги или же делать аннотации. Также, что хотела заметить, так как мы говорим о возможности делиться контентом с вашими коллегами, либо же студентами, у нас есть функция, то есть вы видите на каждой страничке, которая открыта на экране, URL-ссылка. Это значит, что преподаватели по электронной почте могут рекомендовать изучение конкретных глав из каждой отдельной книги. Эти долговременные URL-адреса позволяют преподавателям обмениваться ссылками со студентами, рекомендуя им для изучения конкретное название главы или раздела книги. То есть, если вас заинтересовал этот раздел, вы просто делаете copy-paste и отправляете эту URL-ссылку, URL-адрес пользователям, которые должны ознакомиться также с этой главой. Так как я ранее сказала насчет создания профайла MyAccessProfile, покажу вам сейчас, как им можно пользоваться на данном примере. Каждый контент имеет в себе такую звездочку рядом, то есть если вас заинтересовал этот контент и вы хотите добавить в избранное, вы просто нажимаете эту звездочку. Это значит, что вы хотите добавить в избранное именно этот контент, эту главу для дальнейшего использования. То есть вы нажимаете звездочку, и вам показывает, куда именно внутри вашего MyAccess профайла вы хотите добавить эту главу. Либо в одну из существующих папок, которые уже есть в вашем профайле, это я создала как пример, либо вы можете нажать Create a New Folder, назвать, например, February 2023. Это значит, что эта глава актуальна для курса, который будет проходить в феврале 2023 года, скажем так. Касательно самой книжки, вы видите текст на экране в электронном формате, и также у вас есть возможность прослушивать этот текст. То есть, если у вас нет возможности на данном моменте читать, либо еще что-то, вы можете просто нажать функцию Listen, и этот текст будет прочитан для вас. Я вам сейчас включу, показать просто, как это работает. Introduction. Ольга, вот не совсем слышно звук. Так, Ольга, получилось ли? Сейчас да, да. Отлично. А слышно было что-то с сайта? Или... Нет, дело в том, что не было слышно, да, поэтому я вас попросила еще раз. Ага, хорошо, потому что у меня нет возможности unmute myself, то есть если оно пропадает, то значит я не могу его обратно вернуть. Угу. Я вас поняла. Давайте я сейчас еще раз тогда включу. Ability to recall events specific in time and place is the cognitive function most commonly lost. 10% of persons aged greater than 70 years and 20 to 40% of individuals aged greater than 85 years have clinically identified. То есть вы поняли формат, то есть если у вас есть желание прослушать определенную книгу, вы можете просто нажать на опцию Listen, и это будет для вас озвучено. Также, что интересно касательно книг, внутри книги у нас контент разделен на
полная глава, также определенные figures и таблицы. То есть если вы хотите перейти непосредственно к определенным табличкам, графикам, либо картинкам, которые находятся в этой главе, вы можете просто нажать на figures, и вы увидите все эти картиночки в отдельном месте. Также у вас есть возможность загружать эту картинку, этот слайд в формате PPT. То есть как только вы нажмете, давайте я вам покажу, download слайд, он будет загружен на ваш компьютер в формате PowerPoint. И это очень удобно, так как его можно потом в дальнейшем использовать для презентаций и для построения курсов внутри университета. Эти слайды включают в себя автоматические цитирования, то есть вы видите здесь, это PowerPoint слайд с цитированием на Магроу-Хилл, то есть с какой главы, с какой книги эта книга взяла, и что это было загружено вот 14 февраля 2023 года. То есть очень удобно использовать. Также можно добавить эту картинку в избранное, конкретно ее, например, вот February 23 папка, и можно просмотреть в полном размере на экране, как вы видите здесь. И это касательно всего контента, всего интерактивного контента, который есть на платформе. Вы можете его скачивать и сохранять на свой компьютер и использовать в дальнейших презентациях. То есть для табличек, для figures и для всего, что вы можете только увидеть на сайте. Это что касается книг. Как я уже сказала, все книги работают и функциональность в принципе одинакова, то есть я не буду вам показывать другие книги. Главное, что заметить насчет книг, это возможность фильтровать по левой стороне на этой странице, то есть по различным медицинским направлениям. И также вы можете перейти в раздел Updates, то есть только обновления, и посмотреть весь обновленный контент, который был на сайте. Archive Textbooks, как я уже сказала, то есть более старые издания, предыдущие издания, то есть все это вы можете здесь просмотреть. И также, если вам нужно, вы можете загрузить список всех ресурсов в формате Excel на свой компьютер, если вам это актуально. Перейдем теперь от библиотек к другому контенту, который я вам хотела вкратце показать. Давайте посмотрим на Quick Reference. Quick Reference – это как быстрые справочные материалы, которые содержат в себе различные диагностические тесты. Diagnosarius Tool – это место, в котором собраны все возможные медицинские диагнозы пациентов, то есть вы можете посмотреть, ознакомиться с симптомами, с диагностикой и следующим лечением этих пациентов. Также это 2-Minute Medicine. Давайте я вам покажу, это интересный контент, что такое 2-Minute Medicine. 2-Minute Medicine – это как двухминутная медицина. Это резюме журнальных статей, которое может помочь вам в проведении онлайновых или очных обсуждений в журнальном клубе. Здесь вы можете также фильтровать по топику, то есть, скажем, если вас интересует только кардиология, вы можете выбрать кардиологию, и вы получите все сводки научных изданий, которые были опубликованы в различных журналах, и краткий обзор этих изданий наши автора публикуют в платформе Access Medicine. То есть действительно в течение 2 минут вы можете прочитать этот краткий обзор, то есть это не доступ к полной статье, а именно краткий обзор. Прочитать вы можете посмотреть original article, откуда это было взято, и также evidence rating level, то есть насколько, скажем так, хорошим был изначальное издание, публикация, скажем так. Это что касательно 2-Minute Medicine, и также, если вас интересует, вы можете подписаться и получать уведомления, если что-то новое было опубликовано именно в 2-Minute Medicine. Также давайте я вам покажу Diagnosarius Tool, что я уже сказала, то есть здесь находится вся симптоматика и диагнозы, которые вы можете только представить в медицинском мире. То есть вы можете по левой стороне также фильтровать по симптому, по болезни или по различным органам, и вы можете ознакомиться с этим диагнозом. Давайте посмотрим, например, abdominal pain, left lower quadrant.
Так, если выберем вот это. Вам сразу показывает также весь контент, который релевантен именно для этого симптома, этой болезни по всей платформе Access Medicine. То есть вы можете непосредственно туда перейти и ознакомиться с этим диагнозом. Также у нас есть Diagnostic Tests, с которыми вы можете ознакомиться. Это книга Guide to Diagnostic Test, 7-е издание. Работает в таком же формате, как и все книги, но это именно фокус идет на Diagnostic Test, Decision Making and Treatment для пациентов. Так, дальше я вам покажу инфографику. Инфографика – это контент, о котором я уже немножко упомянула в начале нашей презентации. То есть это коллекция из более чем 600 одностраничных медицинских инфографик с исчерпывающими выводами, охватывающих около 60 специализированных областей. То есть, например, мы хотим посмотреть инфографику по кардиологии. Мы заходим внутрь, и вы видите здесь на экране огромное количество одностраничных медицинских инфографик, собственно. То есть вы можете открыть одну из них, Hypertensive Crisis, например, и посмотреть, как это выглядит. То есть это краткая сводка всей информации, то есть Hypertensive Urgency, Emergency Management, что приводит к этому, как с этим бороться и так далее. Также идет посылание на авторов и на издания, на которых основана была эта инфографика. И также вы можете добавить в избранное эту инфографику, и вы можете загрузить в формате PDF. Если вас заинтересовал конкретно этот контент на сайте, также на правой стороне вы всегда можете увидеть Related Content, то есть это контент, который похож к этому контенту, и вы можете более подробно ознакомиться с данным медицинским проблемой, скажем так. Это касательно инфографики, и, как вы видите, у нас есть кардиология, дерматология, эндокринология, нейрология, физиатрия и так далее. То есть все возможные медицинские направления, по которым вы можете получить доступ к инфографике. Также у нас есть Drugs Database по всем медицинским препаратам. Имена всех этих препаратов идут как интернациональные, то есть неважно, в какой стране вы находитесь, у вас все время есть возможность совершить поиск по интернациональному имени. Например, возьмем ибупрофен, который в разных странах может также называться по-разному, но так как это интернациональное имя, вы также можете с ним по этому слову зайти к этому препарату и посмотреть все описание этого препарата. То есть определенные special alerts. Потом вы можете просмотреть имена по Америке, например, и по различным странам также. Потом различные medical safety issues, index terms, потом идут brand names international, как по всему миру в различных странах этот препарат называется. Вот, например, в Германии как, во Франции как, в Корее, в Мексике, и так далее, то есть по каждой стране. То есть, в принципе, вся информация по медицинскому препарату вы можете найти здесь. Можете искать по trade names, по различным drug classes также здесь, и также получить доступ к patient handouts. Patient handouts также находятся далее в другом разделе, но я вам покажу отсюда, раз мы уже здесь находимся. Например, вы можете перейти к определенному медицинскому препарату, и вы можете посмотреть, для чего конкретно этот препарат используется, как преподнести информацию пациенту насчет этого, как лучше провести, значит, коммуникацию с пациентом насчет этого диагноза и показать ему, как лучше использовать этот препарат. То есть вы видите здесь на экране, какие побочные эффекты могут быть, если вы используете этот препарат и так далее. То есть вся важная и релевантная информация касательно препарата. Перейдем далее в мультимедийный контент, так как это является одним из самых больших разделов платформы Access Medicine. В мультимедийном контенте вы видите большой список различных отделов,
скажем так, различных видео, patient интервью и так далее. Я вам покажу некоторые из них. Давайте начнем с Human Anatomy Modules. Это модули анатомии человека. Это интерактивные модули, которые позволяют визуализировать человеческое тело в интерактивном 3D-формате, который позволяет просматривать как мужские, так и женские анатомические модули. Вы можете выбрать любой модуль на экране на предыдущем, а затем использовать различные параметры, которые находятся в левой части экрана, чтобы больше узнать о анатомии человека. Этот контент довольно-таки большой, поэтому немножко нужно подождать, пока это загрузится, чтобы посмотреть все в подробности. Вот, как только оно открывается, по левой стороне вы можете посмотреть как Anatomy Tree, дерево анатомии, то есть все системы органов, эндокринные системы и так далее. Вы можете просмотреть в подробностях, например, Brain, вы выбираете, что конкретно вас интересует, и оно вам показывает, в какой части тела это все находится. То есть вы можете интерактивно просто мышкой скроллить вверх-вниз, поворачивать это тело, смотреть внутрь, также нажимать на определенные части на экране, и оно вам будет показывать, что это такое. То есть конкретно, что вас интересует. Вот. Right external nasal vein, for example, cartilage и так далее. То есть, в принципе, все, что вы видите в подробностях, вы можете крутить это тело человека, и это позволяет студентам в интерактивном формате ознакомиться с анатомией человека в 3D-формате, как было сказано. Это что касается модулей анатомии человека. Также у нас идут различные лекции. Например, вы можете видеть на экране также лекции разделены по определенным направлениям медицины: анатомия, нейрология, emergency medicine, физиотерапия и так далее. То есть это относительно короткие лекционные видеоролики, которые могут быть включены как часть переменной либо учебной работы в классах, при которой студенты могут просматривать видео, объединяться в онлайновом режиме в небольшие группы для проведения увлекательной дискуссии. И также темы этих лекций включают в себя, как я уже сказала, например, диагностические обоснования, генетику, фармакологию, неврологию и так далее. То есть вы можете на левой стороне выбрать тематику, которая вас интересует, и ознакомиться с этими видео. Также у нас различные есть видео по коммуникации, видео процедурные, например, physical exam videos, которые видеоролики о медосмотрах, auscultation classroom – это класс аскультации. Это, как сказать, это видеоролики, которые включают в себя подробное объяснение нормальных и аномальных тонов сердца, а также аудиоклипы по каждому тону с тем, чтобы обучить будущего кардиолога навыкам проведения осмотров пациента. То есть вы на экране, я сейчас включу, как это все происходит, этот класс аскультации. Вы нажимаете просто Start. Вы можете прослушать биение сердца. Параллельно у вас идет текст на экране, который также будет озвучен. Interchangeable. The murmur of aortic regurgitation is a diastolic decrescendo murmur. The murmur starts slightly before or with the second heart sound and decreases in intensity, being loudest at the beginning. Therefore, the first heart sound is followed by the second heart sound, which immediately is followed by a murmur. То есть это работает в таком очень интерактивном формате. Также, что интересно показать из этого, это patient interview, я уже об этом сказала, также patient safety modules, pharmacology и так далее. Я хотела вам показать немножко вот подкласс, который я показывала во время презентации, показать, как это работает. Это подкасты, которые находятся в платформе Access Medicine, и они основаны, именно эти подкасты основаны на Harrison's Principles of Internal Medicine.
Подкасты Харрисона, они предоставляют собой увлекательные дискуссии о ключевых принципах лечения внутренних болезней на примере конкретных эпизодов, отображаемых в виде карточек. Студенты могут слушать эти объяснения, а затем также участвовать в онлайновом или очном обсуждении ключевых принципов в каждом конкретном случае. То есть эти эпизоды находятся здесь на этой страничке, они также периодически обновляются. И они занимают примерно, есть разные, 5 минут, 10 минут, но я бы сказала, в среднем не больше 10 минут, то есть относительно короткие. Также у нас есть в разделе мультимедиа это процедурные видео, то есть видеоролики процедур, которые помогают изучить различные основные процедуры для пациентов, которые впоследствии можно будет практиковать в виртуальной или фактической симуляционной лаборатории, а также в случае с реальными пациентами. То есть если студенты только начинают учиться, у них нет еще возможности практиковать с реальными пациентами, эти видео помогают в реальном виде, то есть с помощью видео показать, как это работало бы с реальным пациентом, как проводить операции и так далее. То есть это очень удобно, особенно для будущих докторов.